Единый госэкзамен должен быть объективным и прозрачным. Никакой коррупции, помощи, будь то со стороны организаторов или родителей. Об этом говорил сегодня руководитель Рособорнадзора. Точнее, Сергей Кравцов озвучил позицию Рамзана Кадырова по проведению ЕГЭ в нашей республике. Накануне ночью состоялась встреча главы Чечни с руководителем ведомства, его заместителем Анзором Музаевым и министром образования и науки региона Исмаилом Байхановым. Как отметил на своей странице в Инстаграм Рамзан Кадыров, Чечня практически готова к проведению ЕГЭ. Как показывает опыт республики, когда экзамен максимально объективно проводится с начала ведения ЕГЭ, результаты улучшаются не за счет каких-то коррупционных схем, а за счет повышения качества образования. Эта позиция незыблема. Еще раз она была Рамзаном Ахматовичем озвучена, мы ее полностью разделяем. Мы очень надеемся, что и 2015 год в Чеченской Республике пройдет максимально объективно. Для этого все необходимо сделано. В 2014 году ЕГЭ прошел объективно. Об этом свидетельствуют цифры. В среднем произошло снижение на 10, а то и 15 баллов по всем предметам. В этом году федеральные власти пошли навстречу выпускникам. Так, например, математику разделили на базовые и профильные уровни. Чтобы закончить школу с аттестатом, выпускнику достаточно получить 24 балла по русскому языку, а для поступления в ВУЗ – 36. Все пункты в этом году должны быть оборудованы новым оборудованием. Нами эта задача уже выполнена. То есть все аудитории 1155 аудитории будут выведены в ситуационный центр Рособорнадзора. И, естественно, любой наблюдатель, видеонаблюдатель может наблюдать, как идет единый государственный экзамен Чеченской Республики. У нас 62 пункта, около 20 тысяч участников государственной итоговой аттестации. В принципе, Чеченская Республика готова сегодня на проведение государственной итоговой аттестации. Общественными наблюдателями на пунктах проведения ЕГЭ в Чечне в этом году станут студенты из Кабардино-Балкарии. Всего более 1000 человек. Это делается в первую очередь, чтобы избежать коррупции. Нам не важно, какая будет оценка, высокая, низкая. Нам важно, чтобы экзамен прошел максимально честно и объективно. И мы преследуем одну, наверное, важную цель – обеспечить социальную справедливость и равенство, чтобы любой школьник смог объективно, честно получить свои баллы, а не за деньги, не за какие-то другие услуги и возможности. Чтобы любой школьник имел право и возможность поступить в ведущий вуз нашей страны. Руководитель Рособорнадзора также отметил то, что в Чечне очень много делается для развития образования в целом. Результаты такого внимания властей в этом году могут отразиться на итогах ЕГЭ. Трансляция со всех пунктов проведения экзамена будет вестись в режиме онлайн. Алевтина Бонадыкова, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости.